Добрый день. В эфире «Городские истории» на радио Крым Реалии. Это программа о городах и поселках Крыма и людях, которые там живут. Веду ее я, Елена Юрченко. Вы можете слушать эту программу в эфире радио Крым Реалии на частоте 648 АМ, а также онлайн на сайте Крым Реалии. На нашей странице в YouTube есть видеотрансляция. Оставляйте там свои комментарии. Звоните к нам в студию, поделитесь своими историями о вашем городе. Бесплатный номер для жителей Крыма 8 810 06 926. Для жителей материковой Украины номер телефона 044 490 29 05. Сегодня мы будем говорить о Бахчисарайском районе Крыма. Гостья нашей студии крымчанка, выпускающий редактор сайта Crimean Tatars, редактор проекта Тамырлар, это переводится как «корни», психолог Мавиле Халил. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Мавиле, вы родились и выросли в Крыму. Да, и это супер ощущение. На самом деле, это огромная ценность для меня. Почему? Потому что период, когда я родилась, это был период возвращения крымских татар в Крым. Это был очень сложный период, и родиться в Крыму в тот период для крымского татарина — это прям гордость. Я не сразу это осознала, но когда это осознание ко мне пришло, я поняла, что я безмерно благодарна своим родителям за то, что вот так сложилось. Я хочу сказать, что у меня гостями студии бывали ребята, крымские татары, девушки, но вы первая, кто родилась в Крыму. Да, причем я знаю, что многие из них на самом деле приблизительно в моей возрастной категории, скажем так, поэтому это еще ценнее, потому что это 89-й год, то есть это вот, да, это период массового возвращения, но обычно там рожденные в Крыму это уже а-ля 90-е, начало 90-х и так далее, поэтому мама приехала в Крым в 88-м, она была там на 7-м или 8-м месяце беременности, вот, то есть все так сложилось, что я родилась в Бахчисарае, и я безмерно просто благодарна своим родителям за то, что они тогда решили уже ехать в Крым, и что они подарили мне такую уникальную возможность быть рожденной в Крыму. Родились в Бахчисарае, а жили где? Ну, вообще у меня, в принципе, даже в свидетельстве о рождении стоит село Холмовка, да, то есть это место как бы прописки. Родилась в Бахчисарайском роддоме, а жили мы, да, всю жизнь, по сути, в Холмовке, ну, до начала университетских лет. Вот, поэтому свое родное село для меня, да, это Холмовка за Ланкой по-крымско-татарски. За Ланкой. А что означает это слово? Вы знаете, до сих пор не могу найти ответ на этот вопрос. Вообще так удивительно, что я очень мало встречала крымских татар, выходцев из этого села. То есть я точно знаю, что они были. Я очень много слышала о том, что там у кого-то где-то кто-то дедушка, бабушка заланкойский, но мне никогда не удавалось с ними пообщаться и подробно расспросить вообще. И плюс у нас не осталось в самом селе каких-то вот старых крымско-татарских домиков, вот каких-то следов того, что там жили крымские татары. Поэтому вот как-то не докопалась я еще до крымско-татарского Заланкоя. Я читала, что первые упоминания об этом поселении встречаются в документах 1784 года. Это довольно давнее поселение. То есть сам Заланкой упоминается, да? Потому что окрестности Заланкоя были населены, безусловно, гораздо раньше, да, потому что там есть исторические объекты значимые, вот Эскикермен, да, это как бы пещерный город, там же недалеко Мангуб, и Черкескермен, то есть это регион, понятно, что исторически он населен был, видимо, очень-очень давно, но для меня это... Я смотрела на это всегда с другой стороны, то есть тот же Эскикермен, это было просто место детских приключений, такой своеобразный квест, потому что мы любили очень... Так получилось, что мой папа первый крымский татарин, в принципе, в Холмовке, то есть до него в этот период никто не возвращался туда, никто не ехал, а он, когда приехал в Крым, он остановился у родственников Куйбышева и начал просто изучать Бахчисарайский район, где бы было
было максимально вот комфортно. И когда он приехал в Холмовку, в Золонкой, он очень точно ощутил, что это вот то место, где он хотел бы жить. И я очень благодарна, что он выбрал именно это село, потому что очень многое потом отразилось на самом деле на нашем становлении в том числе. Это такая красивая горная местность, причем невероятно красивая, и там невероятные просто пейзажи. Он окружен, село само окружено холмами, и вот как бы историческая ценность вообще этого, в принципе, места. И поэтому Эски-Кермен, и потом наши многие друзья и родственники начали приезжать в Холмовку. То есть папа сказал так: я здесь обосновался, в принципе, место хорошее, и многие начали приезжать. У меня, например, по бабушкиной линии очень много родственников в Холмовке. И какие-то там выходные мы любили собираться, там у моего дяди была грузовая машина, мы любили, там все родственники загружались в эту машину, и мы вот ехали в сторону Эски-Кермена, потому что там невероятная природа, там кизил, там фундук. И вот как бы мои детские воспоминания, связанные с этим местом, они, конечно, не про то, что это там историческая какая-то ценность, а про то, что это места, где прошло мое детство. Вот я хотела бы у вас спросить, самые первые воспоминания вашего детства, если говорить о каких-то картинках, вот каким вам, когда вы были совсем маленькой, виделся Золонкой? Золонкой, конечно, мне виделся центром вселенной, безусловно, потому что нечастые выезды на самом деле были за пределы Золонкоя, и знаете, вот это была всегда такая атмосфера дружбы, добрососедства, каких-то очень теплых взаимоотношений. Вот было очень точное ощущение, что мы все семья, то есть не только там в рамках нашего дома, а в рамках там соседей, улицы, там, я не знаю, школы и так далее. И плюс природа, которая как бы окружает Золонкой, мы были пропитаны этим с детства, потому что там самая близкая там какая-то достопримечательность а-ля холмик какой-то, куда мы с удовольствием всегда бегали. И, ну вот, детство у меня точно было счастливое. Расскажите больше про холмики, про те уголки, которые вы открывали для себя, когда были ребенком. У нас было невероятно организованное село, то есть у нас очень много праздников вот праздновались прям всем селом. И, например, там Хадырлес, мы всегда собирались, там у нас была такая достопримечательность, Пионерская балка, это вот смесь такой холмистой местности, леса и каких-то таких открытых полян прекрасных. И вот детство, вот, наверное, прошло в этих местах, и понимание природы, живого, это вот все как-то пропитало нас на самом деле, потому что это были такие какие-то очень важные маркеры нашего детства, что ли. Если говорить о запахе родного дома, что приходит на ум? Первый запах, который у меня, в принципе, наверное, безусловно возникает со словом «Крым-дом», это кофе, конечно. Вот. Но было очень много разных трав. Ну, просто Крым, в принципе, славится этим. Но я, честно говоря, никогда в них не разбиралась. Я могла отличить максимум там мяту и чабрец, наверное. Вот. Но я очень хорошо помню, как цвели первые крокусы, первые подснежники и так далее. То есть вот в силу того, что сельская местность, она насыщена этим, ты, конечно, пропитываешься этим всем. И поэтому, когда я там слышу запах лаванды, мяты и так далее, у меня, конечно, сразу же всплывают картинки, ассоциации. Вообще вы так замечательно рассказываете. Мне кажется, что природа, она очень живая у вас. Ну да, мы просто росли, ну вот как бы нас окружала природа, и на самом деле это то, чего мне не хватает всегда в больших городах. Благо Киев зеленый достаточно, но вот этого вот момента, когда ты можешь выйти и сбежать в лес, или там подняться на холмик и возвыситься там над всем селом и полюбоваться какими-то пейзажами, и плюс небо на самом деле в селе, оно всегда другое. Это невероятно, когда звездное небо, когда облака какие-то невероятные формы приобретают, когда орешины просто ты выходишь во двор и просто сбиваешь орешины, у тебя руки там полностью коричневые, ты идешь с этим в школу. Вот, это черешня с деревьев. Ну, то есть, как бы это все настолько с нами, что вот мы росли в этом, и мы росли с этим, и для нас, ну, для меня это моя зона комфорта, скажем так. Вы учились в сельской школе? Да, я училась в сельской школе, и причем
качество образования, которое было у нас в сельской школе, я поняла уже потом, что оно было достаточно высоким. Но другой главный момент, который я сейчас уже, обучаясь на клинической психологии, понимаю, что он был важен, что у нас было очень много возможностей проявить себя. То есть был там школьный театр, был там какой-то хореографический ансамбль, были спортивные секции. Ну, то есть можно было попробовать себя в абсолютно разных сферах. Я там училась на фортепиано, не доучилась, там походила в театр. Ну, в общем, для того, чтобы понять, с кем ты в итоге хочешь быть, и что тебе интересно, и что тебя привлекает, вот наша школа и, в принципе, наше село, она предоставляла очень много возможностей. И когда я уже поступала в Таврический национальный университет на журналистику, я ходила там на подкурсы какой-то период, и когда мы сдавали экзамен, в рамках подготовительного курса мы сдавали экзамены по русскому языку и литературе, преподавательница спросила: «А вы вообще откуда?» Я говорю: «Я из села Холмовка». Она говорит: «Так у нас в селе дают такую базу хорошую». Я говорю: «Да». У меня такая гордость была, что я там, вот они про село думают так, а мы получили такое хорошее образование. Вот я о чем подумала. Вы говорили, что папа ваш был первым крымским татарином в селе, который вернулся на историческую родину. Расскажите, как складывались отношения между жителями села, с одноклассниками? Ну, у папы, как он был первопроходцем таким, у него, конечно, были трудности в начале, потому что люди были пропитаны стереотипами какими-то, их там готовили к тому, что возвращаются людоеды, там, одноглазые и так далее. Удивительно, конечно, что люди могли верить в эти истории, но так была устроена советская система, они в это верили. И поэтому, когда папа приходил, он, конечно, столкнулся с очень многими сложностями. Ну, безусловно, как и все крымские татары, он прошел по кругу, там, нет прописки, нет работы, нет прописки. Это замкнутый круг, по которому, наверное, прошли все. Но был другой момент, там у нас был такой большой дом торговли, и там была на первом этаже столовая, и папа, когда заходил, все сразу так резко отодвигались, там на другую сторону перемещались. Но это продолжалось недолго. Был у нас один сосед, дядя Петя, прекрасный человек, просто он однажды пришел к папе, сам как бы проявил инициативу, пришел, говорит: «Ну как ты вообще купаешься?» Папа говорит: «Да в тазике, как тут нет условий пока». Он говорит: «Слушай, мы по субботу баню топим, ты приходи к нам в баню». И вот так возник первый какой-то контакт, такой уже межнациональный. И, в общем-то, в принципе, потом люди начали присматриваться и понимать, что эти люди ничем не отличаются. И дядя Петя потом в итоге повез маму в роддом, когда как бы мама уже меня рожала, собственно. Вот, поэтому, мне кажется, на уровне села это всегда все равно какие-то просто человеческие отношения, когда люди думают о том, не кто какой национальности, а кто просто какими качествами характеризуется исключительно человеческими. Поэтому, собственно, у меня в школе никогда не было, у меня не было в школе четкого осознания, что я какая-то другая. Потому что, во-первых, когда я уже пошла в школу достаточно... В Холмовке был один из первых самозахватов, и, в принципе, там как бы крымских татар, вот уже, которые переехали там в 90-м, в 89-м, их было уже достаточно много. И поэтому у меня в школе, собственно, было много одноклассников, в том числе и крымских татар. И никогда у нас не было каких-то моментов, которые бы связаны были там с национальностью. Вот вообще нет. Это я уже узнала, что я крымская татарка какая-то особенная, будучи в Симферополе. Угу. А нам пишут наши читатели в Фейсбуке, очень интересно. От мені інтересно, знаєте ли ви. У Холмовці похований видатний бандурист Євген Адамцевич, автор славетного Запорозького маршу. Саме там він у 1970 році провів останні 3 місяці життя у своєї доньки. Да, причем мы ходили к нему на могилу. У нас была невероятная преподавательница украинского языка и литературы, и у нас был прекрасный историк в школе, и поэтому, например, украинская обрядовость, она мне очень знакома. Мы проводили вечорниці, мы проводили вечера памяти Тараса Шевченко. То есть, ну вот для меня было четкое понимание как бы этой культуры, ее узнавание, и вот как раз
Адамцевичем несколько раз было в селе несколько памятных мероприятий, в том числе вечера памяти, и мы ходили как-то даже к нему на могилу, я помню, было организовано это мероприятие в его честь, и вот как бы в рамках мы посещали, да, чтобы мы знали, чем славится наше село. Я напоминаю, что вы слушаете «Городские истории». Это программа о городах и поселках Крыма и людях, которые там живут. У микрофона Елена Юрченко и гостья студии Мавиле Халил. Мы говорим об Бахчисарайском районе Крыма, и вы можете не только звонить нам, но и писать в Фейсбуке. Нам все передают, и мы можем поговорить об этом. А звонить для жителей Крыма можно по бесплатному номеру 0800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. В эфире «Городские истории». Мы говорим с Мавиле Халил. Давайте вернемся к теме депортации и возвращения. Вы сказали очень интересную деталь, и я подумала, как это сложно, наверное, было для ваших родителей, особенно для вашей мамы, ехать на новое место, будучи в положении быть готовой родить ребенка. Что они вам рассказывали о тех временах? Вообще, я после рассказа папы о возвращении, мы часто на самом деле говорим об этом, мне стала очень интересна эта тема, потому что мне реально было непонятно, чем мотивировались люди, которые бросали абсолютно все и ехали навстречу полнейшей неизвестности. Вот серьезно, потому что я потом начала собирать эти истории, и меня просто поражало вот это какая-то просто отчаянность в том, что делали люди. То есть, если папа мой, уже 89-й год, это была уже история про то, что да, крымские татары массово возвращаются, но были те, которые возвращались гораздо раньше. Вот я, например, узнала историю женщины, которой удалось вернуться в Крым в 57-м, кажется. Причем она была замужем за человеком другой национальности, поэтому у нее была то ли украинская, то ли русская фамилия, сейчас точно не помню. Но вот она смогла вернуться в Крым, и, наверное, она была, первой крымской татаркой, которая после депортации вернулась в Крым. Но истории, когда вышел уже указ в 1968 году, и люди подумали, что уже можно в Крым, это истории абсолютно, просто неудивительные. Они поражают силой воли, потому что, мне кажется, нужно иметь огромную силу воли. Это мама ехала в Крым как бы с одним ребенком, и вот на второго она была беременна. Старшая сестра у меня родилась в Узбекистане. А были люди, которые ехали с 10 детьми, с 6 детьми, и они понимали, что у них там какой-то ограниченный запас финансов, то есть сколько они смогут протянуть на эти деньги такой большой семьей. Многих депортировали несколько раз, есть семьи, которые по 8 раз высылали из Крыма, то есть это не единичная депортация 1944 года. И меня просто поражало, я до сих пор не могу разгадать этот феномен. То есть, да, люди, например, наше поколение родителей, они родились уже в Средней Азии, то есть они про Крым что-то слышали от своих родителей. Я не знаю, какими были эти истории, что люди в итоге единственной целью своей жизни делали возвращение. Меня просто поражают эти истории. Вот для меня это неразгаданный феномен на самом деле. Я хотела бы сказать, что каждый раз, когда мы слышим истории о возвращении крымских татар на родину, это разные истории, это разные люди, но в которых сплелись часто рассказы старшего поколения и воспоминания молодых. Но их все объединяет много общего. Это боль, это борьба и это надежда. И у меня к вам вопрос как психологу. Это ведь больше, чем о доме, эти истории. Это больше, Гораздо чем больше. О возвращении к какому-то зданию. Гораздо больше. Вот поэтому я и говорю, что для меня как бы это неразгаданный феномен, потому что я не представляю, как Земля может притягивать настолько.
Вот как я понимаю, безусловно, Крым стоит того, чтобы туда возвращаться, но это просто, наверное, какая-то генетическая привязанность, потому что ведь были люди, которые никогда не видели Крыма, но их главной целью было жить в Крыму, и это просто, ну, это удивительно. И удивительно, вы сказали, борьба, надежда и боль, но там была еще и сила огромная, потому что я знаю истории, когда люди готовы были умереть, но не двинуться с места. То есть вот все, за пределы Крыма мы не уедем, вы можете сделать с нами что хотите. Но мне кажется, что, ну вот я читала очень много исследований по депортированным народам, что, в принципе, часто расчет идет на то, что люди ассимилируются в тех местах, куда их депортируют. А с крымскими татарами этого не произошло, и для меня это тоже, ну вот, я понимаю, что не произошло как раз благодаря вот этой огромной силе, желанию и цели, и все это сопровождалось каким-то действительно отчаянием просто. И вот, наверное, у Лили Буджуровой есть стихотворение «Мой Крым, мой Бог». Вот, наверное, это что-то про это. Знаете, когда вы говорили о том, что люди были готовы умереть, но не сдвинуться, мне на ум пришла такая ассоциация, как корни. Да, ну, собственно, поэтому проект о депортации, который мы запустили уже здесь совместно с Крымским домом, мы решили, что он будет называться Тамырлар, потому что в этом названии, вот в названии про корни, в нем очень много всего. Это вот как раз это были попытки срезать это дерево, но корни остались. И эти корни постоянно тянули эти молодые побеги домой. Вот, наверное, эта история про это в том числе. И я знаю очень много историй, когда люди пытались вернуться в те села, из которых они выехали. То есть, ну, у меня дедушка, например, Судакский район, село Ворон. Я когда впервые попала в это село, у меня было четкое ощущение, что я дома. Вот это просто удивительно. И он рассказывал, как они в детстве там бегали, лазили между скалами, как бегали в соседнее село. И мне казалось, что я тоже это где-то проживала, как будто бы. Ну, это просто удивительно. И многие пытались вернуться, собственно, в то село, выходцами, откуда они есть, но на Южный берег очень долго не пускали никого. То есть там вплоть до 90-х, там первый захват, по-моему, был где Герменкой. Он был тоже там кровавый, там 30 человек посадили. Потом Красный рай, тоже очень сложная история. Потом Осрет. И это все на самом деле, ну, очень сложные истории, потому что людей сажали в тюрьмы, людей избивали. История со Сретом там тоже удивительная, они в итоге облили себя бензином и готовы были уже как бы зажигать эту спичку. Когда это было? Это был 90-й, 89-90-й, где-то в этот период, и на Южный берег тогда вообще никого не пускали, то есть места, где предлагали поселиться и где прописывали, можно было добиться прописки, это был часто Ленинский район, это был частично Сакский район, Белогорский моментами там тоже давали прописку, ну вот, то есть в основном степная часть Крыма. А Южный берег был закрыт очень долгое время, и вот как раз, наверное, вот эти события и упорство, и упрямство, когда люди приезжали уже на Южный берег, и там устраивали палаточные городки, и вот как бы сопровождавшиеся в том числе какими-то кровавыми там моментами, они, наверное, смогли в том числе убедить местные власти, что вы не сможете закрыть на это глаза. Нельзя сделать вид, что этой проблемы не существует, ее придется обсуждать. В этой студии звучало много историй о возвращении крымских татар на родину, и было очень много рассказов, воспоминаний из детства, когда родители начинали строить дом, и дети росли вместе с растущим домом. Вам не кажется, что в этом есть что-то очень символичное? Очень, это очень символично, потому что это наша, наверное, история в том числе. Я уже... Вот строительство, да, это такая ментальная особенность уже крымских татар, мы уже просто шутим, но мне кажется, это скоро будет это, наверное, наша в том числе травма, да, хорошо, что мы умеем относиться к ней с юмором, но вот эта задача укорениться и построить, вот чтобы вот это было мое, и я точно знал, что это мое. Мне кажется, это вот в том числе сейчас уже понимая, как устроена психика человека, и начинаю понимать, что это была вот попытка закрепить за собой какой-то такой статус, что неприкосновенности, что ли, потому что был всегда страх, что вдруг у меня отберут.
Вот. И да, мой папа тоже своими руками, конечно же, как и все крымские татары в то время, строил дом. И как бы учитывая, что в семье 3 детей, папины родители, то есть как бы семья у нас достаточно большая, поэтому казалось, что дом тоже должен быть большим. И вот, да, росли мы, и рос дом. Вы слушаете радио Крым Реалии. Мы говорим об Бахчисарайском районе Крыма с Мавиле Халил. Оставайтесь с нами, слушайте нас. В эфире радио Крым Реалии. В эфире радио Крым Реалии, городские истории, и нам снова пишут в Фейсбуке наши слушатели. Они просто пишут, что Керчь и Бахчисарай нас слушают и передают нам привет. Мы передаем привет моей родной Керчи. И моему родному Бахчисараю. Спасибо за то, что вы с нами. Мавиле, если говорить об вашей земле как о человеке, какой характер у Бахчисарайского района? Что это мог бы быть за человек? Мне кажется, это такой очень мудрый старец, который очень многое видел в своей жизни, который говорит очень мало, но очень содержательно. Мне кажется, что в каждой его морщине, в каждой его седине его опыт, его мудрость, философия, наверное, какая-то своя. И, ну вот, к нему все приходят за советом, к нему приходят просто рядом с ним посидеть и, возможно, напитаться этой атмосферой. Он дарит ощущение умиротворения, спокойствия. Вот, наверное, Бахчисарай он такой. Скажите, есть ли какие-то местные легенды, интересные истории об уголках, где вы жили? Легенд на самом деле много. У нас там рядом Крокодил-гора, у нас там рядом Мангуб. Ну, на самом деле местность очень богатая, и поэтому там очень много всяких историй. Но я когда приезжаю в Бахчисарай, он сам по себе история. Вот, то есть у меня уже есть очень четкие ассоциации с каждым местом там. Чуфут-Кале, я не знаю, какие-то такие места, где ты питаешься, набираешься сил, энергии. Дервишевы — это вообще отдельная история в Бахчисарае, уникальный музей, окна которого выходят на Ханский дворец. Природа невероятная, потому что район дач в Бахчисарае, там открываются просто невероятные виды. Мне кажется, Бахчисарай сам по себе легенда. И Бахчисарайский район, он пропитан этими историями. Не случайно его часто называют маленькой Швейцарией. Ну вот прям захотелось домой. Мне тоже захотелось побывать там и увидеть все своими глазами. Если не ошибаюсь, неподалеку расположена крепость Кыскуле. Вы там бывали? Кыскуле очень хорошо проглядывается со Скикермена, собственно, но в силу того, что Черкес-Кермен, село, которое, собственно, находилось рядом с этой крепостью, оно было упразднено после депортации крымских татар, и там, по-моему, оно было передано в частную собственность, и там как бы не совсем удобно даже пройти в ту сторону. Вот, поэтому на самой Кыскуле побывать не удалось, но она прекрасно проглядывается со Скикермена, поэтому полюбоваться удалось. А что вы можете рассказать о жителях Холмовки? Какие люди там живут? Ой, невероятные, очень разные, но все, мне кажется, очень открытые, очень отзывчивые, очень добрые. И в силу того, что, мне кажется, люди, которые работают, например, с землей, да, в принципе, это много работы в сельской местности происходит именно с землей, они немножко другие. Они пропитываются, знаете, такая вот земля — это как медитация какая-то своеобразная. Вот они пропитываются этой медитативной спокойствием медитативным, и это передается в отношениях в том числе. Мне кажется, ну, может быть, я, конечно, идеализирую это, потому что это все-таки детские картинки больше, потому что потом я уже жила очень долгое время в Симферополе, пока училась и работала. Но это очень тепло.
Это очень тепло, и я с удовольствием туда возвращаюсь, и я с удовольствием со всеми здороваюсь, кого знаю и не знаю. Это вот какая-то такая детская тоже традиция. И всегда с удовольствием встречаю каких-то старых знакомых, с которыми можно перекинуться парой теплых фраз. Это всегда уютно. Вы очень тепло говорили сейчас о людях. Я уверена, что это прекрасное место. К сожалению, наше время подошло к концу. Вы слушали «Городские истории». Мы говорили об Бахчисарайском районе с Мавиле Халил. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.